В селе Красный Восток Республики Карачаево-Черкесии в торжественной обстановке был заложен символический первый камень в основании спорткомплекса, строительство которого начнется в ближайшее время. В церемонии участвовали временно исполняющий обязанности главы КЧР Рашид Темрезов и председатель Ассоциации абазинских общественных организаций «Апсадгил. Родина», президент Международного объединения Алашара Муса Экзеков. Комплекс возводится в рамках проекта развития села Красный Восток как культурного, спортивного, туристического и делового кластера. Реализуется проект фондом содействия культурному и социально-экономическому развитию абазино-абхазского этноса Алашара. О государственной поддержке строительства спорткомплекса заявил и в Рио главы КЧР Рашид Темрезов. Добрый день, дорогие жители и гости аула Красный Восток. Рад сегодня находиться в вашем селе и участвовать в таком значимом событии, как закладка первого камня в здание современного спортивного комплекса, который будет строить наш земляк, и которому мы, естественно, будем в этом помогать, Муса Хабарович Экзеков. Мы верим, что сегодняшний день обозначит новую веху спортивной истории вашего аула, потому что спортивный комплекс станет кузницей новых чемпионов, а главным местом, где здешние директора и молодежь будут укреплять тело и спортивный дух. Традиционно так сложилось, что в Красном Востоке любят спорт, и несмотря на отсутствие соответствующих условий для занятий, здесь сложились и подрастают очень способные молодые спортсмены, успехи которых радуют всех нас. Одна из самых свежих побед, буквально неделю назад, мы радовались очередному успеху выходца из села Альберту Угудова, который стал серебряным призером турнира Большого шлема по дзюдо. 2 дня назад здесь прошли третьи абазинские игры, и местная команда, выигравшая аналогичные соревнования в прошлом году, достойно выступила и на этот раз. Растущее желание юношей и девушек отстаивать честь родного села, на мой взгляд, является отражением меняющего настроения людей, что, безусловно, связано с теми положительными переменами, которые происходят в ауле Красный Восток. Но могу сразу сказать, у нас очень много вопросов, то, что касается села, и мы, и органы исполнительной власти, правительства республики, районная администрация будем и в дальнейшем поддерживать и помогать в решении тех проблем, которые сегодня есть. Хочу сказать, что он показывает замечательный пример частно-государственного партнерства в решении социально-экономических проблем конкретного населенного пункта. Усилиями республиканских властей в село проведен природный газ, реконструирована система водоснабжения, хотя вопросы еще остаются. А местные меценаты занимаются благоустройством села, созданием новых рабочих мест. Я искренне благодарен и Мусею Экзекову, и Валентину Ардашокову, Валентине Патовой и многим другим за ту помощь, которую они оказывают своим землякам. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать впредь усилия ваших дорогих земляков по созданию здесь культурного, спортивного, туристического и делового кластера. Через Красный Восток пролегает один из туристических маршрутов, поэтому я уверен, что центр будет посещать не только жители села и республики, а многочисленные наши гости из других регионов. Буквально недавно я дал поручение Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства, нашему дорожному управлению, чтобы они спроектировали эту дорогу, которая региональная в той части, чтобы, на самом деле она в плохом состоянии, вместе с освещением и так далее, и так далее. Этим вопросом мы обязательно будем заниматься. От души желаю, чтобы все эти планы осуществились, и Красный Восток стал одним из туристических центров республики, населенным пунктом, в котором комфортно жить и трудиться. Поздравляю. Со своей стороны Муса Экзеков отметил, что сегодняшнее событие является примером взаимопонимания, согласия и единства власти, бизнеса и гражданского общества, а также отметил значимую роль в реализации проектов известных меценатов Валентины Патовой и Валентина Аргашокова. Видеть сегодня столь высоких гостей очень радостно. Сегодня действительно очень яркое событие. Мы начали закладывать этот замечательный день 2-3 года тому назад, когда население села, особенно молодежь, поверила в то, что мы можем строить свою судьбу, мы можем строить свой общий дом, наше село, мы можем его превратить в прекрасное пространство, в среду, где хочется жить и созидать. А сегодняшнее, за что я, конечно, очень благодарен
нашим сельчанам. И сегодняшнее событие, оно особенное событие. Мы со своей стороны подготовились к тому, чтобы и дальше делать хорошие, большие дела. Мы поверили в то, что если мы вместе, мы способны на многое. А сегодняшнее событие – это большое событие, которое является ярчайшим примером взаимопонимания, согласия и направления единого вектора, единства власти в лице уважаемого Рашида Борисовича Тимирязева и его команды, бизнеса и гражданского общества. Мы сегодня закладываем камень не только в спортивный комплекс, в частности, в котором очень активное участие будет принимать руководство республики. Мы закладываем основу новым великим совместным проектом. Я искренне хочу поблагодарить, Рашид Борисович, вас и вашу команду за то, что вы очень чутко реагируете на все наши вопросы, которые мы задаем. Мы со своей стороны, бизнес и общество, учимся, во-первых, внутри себя находить диалог, быть едиными и готовить профессиональные вопросы, которые вместе с вами с удовольствием будем решать во благо развития всех жителей Карачаево-Черкесии. Я убежден в том, что мы будем подавать примеры и для других республик, как нужно быть вместе и как можно вместе созидать и процветать. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить Валентину Александру Патову. Я хочу поблагодарить Аргашогова Валентина Габидиновича. Это такой первый случай на сегодняшний день, после встречи с бизнес-сообществом, когда с самого начала эти два человека сказали: мы будем вместе, мы будем помогать, мы будем активно участвовать в этом комплексе, строительстве этого комплекса, ну и в других проектах. Спасибо вам огромное. Мы вместе способны на многое. Мы будем вместе и будем созидать вместе. Спасибо большое. Выступивший от имени жителей села Каральби Джамакулов поблагодарил инициаторов строительства и выразил надежду, что молодежь будет активно заниматься спортом и расти здоровой и крепкой. Сейчас, если с Красного Востока выезжают 10-15 человек, то в будущем вся наша молодежь будет иметь возможность участвовать в этих и тренироваться здесь. Стало быть, и наша молодежь вырастет крепким и здоровым. В связи с этим я хочу отдельно поблагодарить сегодня истинного сына абазинского народа, и в частности Красного Востока, Дзякова Мусука Балевича, который всячески старается поднять тот бывший Красный Восток, когда когда-то гремел. В первый камень здания Рашид Темрезов и Муса Экзеков заложили капсулу с посланием будущим поколениям, жителям Красного Востока. В здании будут размещены борцовский ковер, боксерский ринг, тренажеры, созданы условия для занятий игровыми видами спорта и общей физической подготовкой. Предусмотрены также медицинские, административные и бытовые помещения. Муса Экзеков вместе со своей командой реализует программы по возрождению народа Абаза, в которую входят абазины и абхазы. В Карачаево-Черкесии под эгидой организации Алашара проводится системная работа по сохранению и развитию языка и культуры, популяризации спорта и здорового образа жизни, повышению самосознания, сохранению межнационального согласия, улучшению качества жизни. Политическое руководство республики отмечает весомый вклад команды Мусы Экзекова в гуманитарное и культурное развитие региона. Я вообще скажу в целом, это же не только одного села касается. Понятно, что как такой пилотный проект это все-таки Красный Восток, но в то же время мы уже на протяжении более чем 3 лет, я в курсе всех идей, я с первого дня поддерживаю. Более того, хочу выразить слова благодарности Мусе Хабаличу, многим нашим общественным организациям, где-то даже порекомендовал бы все-таки этот опыт изучить и его использовать. Планов по развитию тех или иных многих населенных пунктов, которые сегодня, в принципе, я знаком с этой программой,
лошара, она действительно очень такая серьезная, но она не остается на бумаге. Вот что самое главное. И шаг за шагом потихонечку она реализуется. У нас получается не просто вот поддержка и понимание, у нас получается такая очень интересная деловая дискуссия, в которых Рашид Борисович вносит очень много новых идей. Какие-то вот наши программы, они усовершенствуются. Мы всегда вот нашу программу согласовываем с его командой, показываем, потому что руководство республики делает очень много программных вот таких вот серьезных инфраструктурных проектов. И мы стараемся включиться в эти процессы в том числе. То есть мы работаем вместе. И вот то, что сегодня ассоциация вот создана, и мы сегодня говорили о том, что мы будем учиться вместе работать, вместе делать программы, раскрывать возможности каждого человека. И таким образом вместе с руководством республики я убежден в том, что с каждым разом наш почерк будет лучше, и мы будем работать еще более эффективно во благо жителей республики. Спасибо большое. Пропускная способность залов для занятий боксом и борьбой в смену составит 77 человек. Общее количество занимающихся в день 231 человек. Рядом со спортивным комплексом расположится этнографическая деревня, где будут представлены различные элементы национальной культуры. Завершить строительство планируется в следующем году.